начать. Это нам не надо. Ну и бардак у тебя, Андрей Викторович, конечно. Ну и бардачок у тебя. Это мы берем. Обязательно берем. Обязательно берем. Шкурку сюда ложу. Сюда положу. Так и повезем. Так будет нормально. Ребятки, всем привет. Ну что, не прошло и 10 дней, как я вернулся с Тверской области, ребята. Здесь, конечно, были выезды у меня. Мы ездили за хорошей сорогой, половили. Ну, кто в Телеграме, ребят, тут видел. Ролики особо такие не снимал здесь, потому что не получалось у нас выехать. Были проблемы небольшие, надо было делать дела. В общем, ребят, нарисовывается очередная экспедиция. Купленные билеты, завтра выезжаю. Еду в Вологду, ребят, к Сергею. Человечек мне давно уже знаком, он меня приглашал еще по жидкой воде в прошлом году. Андрюха говорит, приезжай, у Сереги есть там в его краях большое озеро, есть изба на этом озере, на которое он периодически приезжает, отдыхает, снимает ролики, кстати, у Сереги есть канал, но это немножко чуть попозже. Деревня, ребята, обед, прибыл на сборы. Собираюсь, пакуюсь. Завтра утром автобус, поезд и очередные приключения. Еду плюс-минус неделя. В общем, ребят, красота. У нас на юге Республики Коми, ребята, мощная весна. Такая быстрая, так скажем. Подтайки, дороги вскрыты. На технике уже тяжело ходить, я имею в виду вот именно на такой. Это не моя, это у Костяна, ребята, потому что Костя живет в начале поселка. Ему сложно добираться до выезда, потому что дороги скрыты. И от меня он, если что, периодически может выехать. Я живу, ребята, в конце деревни, река 300 метров. В общем, буранки еще, слава богу, есть, можно двигаться. Да, не получилось у меня поставить по весеннему налиму, очень хотелось, но не получилось. Ну, едем, ребята, за новыми историями. Щука, окунь, судак и... Кстати, на этом озере есть налим, возможно, ребят, половим. Так что потихоньку пакуюсь, в ту сторону еду на поезде, и сейчас, в принципе, можно что-то с собой нахватить. Я беру свои жерлицы, свои приманки, ну, опять же, что-то по мелочи, потому что Серега сказал, есть все, так что, Андрюх, особо не тяни. Все у меня есть, снегоход, ребят, в общем, все будет круто. А так, вот гараж, ребят. Мой весь забарахленный, бедолага. Но ничего, весной наведу марафет, потому что, блин, все разбросано, постоянно какие-то выезды. Ну, смысл куда-то убирать. Тут положил, тут взял, такие дела. Спрашивали про моего 600-го. Андрюха продал, что ли, потому что я одно время катался в Костяна, у меня был небольшой ремонт. Нет, ребят, все хорошо, не знаю, будет видно, не видно, но кольмы на ходу, ребята. Здесь была капиталочка, поменяли подвеску, подшипники, пружины, которые были обломаны, редуктор. В общем, ребят, здесь сделан капремонт. Техника будет бегать еще ого-го. Так что, не знаю, успею еще прокатиться в этом сезоне. Так что, ребят, все нормально, я его не продал. Все у меня хорошо с ним. Поменял, ребят, целую коробку. Сейчас покажу, кстати. Вот такая коробочка. Владимир, кстати, тебе большой привет. Владимир занимался ремонтом, я отвозил его в город. Вот эти пружины были обломаны, смотрите, восьмерочные, ребят, но налить не выдержал. А вот так, такие вот, ребят, бухты подшипников. Это все вот под подвески заменил. 3 сезона, как вы хотели. Техника бегает очень много, соответственно, нужен ремонт. Просто кто-то там писал, вот тебе и хваленый
Тафалар. Ребят, ну блин, конечно, техника ломается, вы что? Тем более это не ремонт, это в принципе замена, расходник. На машине вы ездите, колеса меняете, масло меняете. Правильно, так что здесь то же самое. А так, весна полным ходом, ребят. Водочка растаяла. Скоро будем вставать. В прошлом году я ее осенью не помыл. Хотел помыть корхером, он тут немножко грязно. Но в общем весной помою. Скоро, ребят, уже открытие. Ну а пока зимуем. В общем, беру что-то с гаража, с того гаража. Собираемся. Так что, друзья, давайте начинаем очередную мощную эпопею по твердой воде 2024. Мы еще не закрываемся. Еще на льду. Дома, ребят, тоже полным ходом сборы. Потихоньку пакую. В эту поездку, ребят, хочу плотно порыбачить на вибы, на вот именно поклевка в руку. На озере есть судак, щука, окунь, налим. Серега говорит, будем пробовать. Ну, для этих целей новый холодик Калипсо. Вот я его сейчас в сумочку, ребят, поставил. Одеваешь его и, пожалуйста, зарядил. Все. Будем жить на избе, но Сергей говорит, у нас будет генератор, так что заряжаться будем без проблем. И, ребята, пришли мне вибы, новые вибы. Это я приобретал для поездки на север. Помните, где мы были осенью? Серега, Андрюха, где мы ловили вот таких щук. Сейчас, ребята, кстати, именно там, в данный момент, я не смог туда поехать. И именно вибы я брал, ребят, туда. Нашел интересную компанию. И смотрите, ребят, какие випки. Вот столько я заказал. Вот такие красавцы, смотрите, ребят. Это у нас 90-й. Это 80-очка. 80-очка. В общем, я вот в основном 70-80, ребята, брал. Вот такие ходовые, чтобы и у себя где-то пробовать. Смотрите, какие, ребят, красавцы. 80. Вот такие, ребят, красавцы. Малек. Вот как-то так. Немножко 90-х, но в основном 70-80 самый ходовой. Вот такого плана. Сейчас раскидаю по коробкам. И, в общем, вот буду пробовать, ребят. Не знаю, как она-то будет все выглядеть у нас. Ну, Серега там точки знает, озеро большое. Так что как-то так. Взял удочку свою. Она у меня была в гараже. Тут такие резиночки были. Беру, а у меня резиночки бас-бас полопались. Такой хороший удильник от Хьюгаши и катушка с фрикционом. То, что нужно. Сейчас просто на изоленту, ребят, наверное, бахну и вот так сделаем. И все будет ништяк. Вот у меня еще какой-то випка есть. Ну, по этой рыбалке я еще, ребят, не спец, не специализируюсь, так что вот буду пробовать. Ну, вот как-то так. Такие вибики, ребята. Ссылочку оставлю в описании. Кто занимается, наверное, будет интересно, ребята. Вот. Ну что, пакуюсь. Потихоньку, помаленьку. Немножко тут снаряжение, зарядки, как обычно. Все по старой схеме. Ну вот, ребятки. В принципе, как-то так. А так, что, вечером продукты, сумки, дома вещи. Ну и, в принципе, в 6 утра у меня старт. Все, разложил по коробочкам. Дочь и папу провожаю, да, Дочь? Все, ребятки, понеслась. Поехали.
Женщина на будущее сначала выходят, а потом спускаются. Спасибо за дорогу. Здорово. Здорово, борода. Добрался. Добрался? Фу. Долго больно, 16 часов, офигеть. Вообще жесть. Ну поближе, чем Москва, слышишь? А, ну да. Москва 26 часов. 20, больше суток, елки-палки. Я уж потерял тебя, думаю, все вышли, нету. Ну слушай, ко мне парнишка приезжал с Красноярска, 3 суток ехал. Не, я не готов на такие подвиги. Ну да, согласен с тобой. Trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do. That I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. No matter the distance I cover, you always there to smother. Please let me find another. Feels like you're my silhouette. I'm not easy to forget. Pretend that we never met. I've been running away from you. I've been trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do. That I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Прибыли, походу. Да, слушай, подраскался. Повисли, походу. Повисли, да, Серега? Ага. Одеваемся, походу, в сапоги. Там тоже в серый. Ехали, хотел сказать, приехали, не доехали, ребята. 6 утра, 6:02. Ровно, ребят, сутки, как я выехал с дому.
Шли хорошо, очень хорошо. Я прибыл в 2 часа, и Серега меня забрал, и мы погнали с Вологды 200 с лишним километров до места, до снегохода. Снегоход у нас сзади. Ну, в общем, он переживал за эту дорогу, и получилось, что так и получилось, ребята. Тут уже стоят, там стоят. Короче, переодеваю сапоги, будем смотреть обстановку. Сели капитально. Мы потеряем ее? А, так просился. Нет. Там буквы Т. Ну все хорошо было. По-русски? По-японски? Нет, там бывает, наоборот, по-японски. Потом же повороте там в обратную сторону. Ну, аккуратно. Что, обунимся, как говорится? Нет? Просто, мне кажется, Серега выдержит. У него свои тросы. Металлические. Насколько далеко? Приехал трактор, ребята. Тоже рыбачки. Первого потянули. Ой-ой-ой. Страшное дело, ребят, смотрите. О. Страшное дело. Вот это мы заехали. Заезжаем, точнее. Я ищу дальше, что там творится. Непонятно. Тракторист 500 рублей берет, Серега сказал. Ну, работка появилась у него. Рыбачков потаскать туда-обратно. Ребята пробуют. Без трактора штурмуют. Ну, ниссанчик прет, блин. Мы на пузо сели, ребят. А ниссанчик прошел. 500 рублей плюс. Сэкономил. Думали и погнали. Эх. Проскочили. Да не, мы здесь... Серега бы прошел. Просто немножко... Если бы вот так ходом пошли бы, все нормально было. Ну вот так, друзья, у меня начинаются приключения в Вологодской области. Правда, какой район, сейчас не пойму, потому что мы уехали 200 плюс. Еще едем. Утро начинается не с кофе, а с трактора. 7 час утра, как я и сказал, ребята. Мы заезжаем. 100 лосиных переходов, ребят, я еще в жизни своей не видел. Не зря славятся эти края лосями. Класс, ребят. Ну как класс? Приключения. Приключения, ребята. Все, протянулись. Подпускает уже все. Последний лед.
Вот они, да, Серег? Вологодские дороги. Да-да-да, вологодские дороги. Попробуй доедь еще, доберись. Я вообще тут немножко осталось уже. Опять же, телефон тракториста есть. Правда, связи нет здесь. Ну да. Здесь еще глубже. Ну, ребят, все, мы на месте, так скажем. Небольшая деревушка рыбацкая и, в общем, парковка. Сколько машин стоит? Там еще стоят машины, там машины везде. Но это полбеды. Забереги появились уже, как ни странно, давно, походу. Ну, смотрите, кто-то и на нивках, и вон на таком проехали как-то. Ну, везде, смотрю, веревки торчат, короче, таскались. Такие дела. Все, ребят, у нас еще выгрузка. Потихоньку, помаленьку припарковались. Блин, побуксовали, конечно. Дорога такая себе. Добрались. Как добрались? Меняем транспорт. А так все, вон, крючки повтыкали. Видите, ребят? Тяжело. Вот он, красавчик. Восьмая гусянка, да? Да, да. Малыш какой. Давай чуть-чуть. Все, погнали. Мешок еще достать. Вот он. А, царапки, все дела. А сейчас без царапок никуда, а? Ну да, скрипит. Посмотрим, как на водоеме. Ну, что-то вон пошли, вроде все нормально. Крючок есть, да, согласен. Все, братцы, укомплектовались. Полные сани. Будем выезжать, пробовать. Ну, конечно, все подрастаяло. Как-то так. Все до избы. 10 километров плюс-минус.
Я в шоке, ребят, немножко маленько. Хоть уже вторые сутки не сплю, но глаза у меня открылись. Когда я увидел вот эту деревню рыбацкую, я думал, ну деревня, как бы, ну, у нас деревня, и там люди живут, какие-то старички. А это рыбацкая деревня, ребят, представляете? Это домики рыбаков. И вот это озеро, ребята. В общем, заскочили. Вот, ребят, фазан это у Сереги. Вот этот дом. Вот это лично у Сереги дом, ребят. Эти все домики подняты от затопов. Охренеть. Просто целый город. Просто целый город на озере. Ну, шли-то по реке, и по реке домики стоят везде. Что, пойдем заходить, смотреть. Так, живца. Короче, живца. Живые там бродяги. Живые бродяги. Возьмешь? Так, жарится тут. О, сейчас нормально будет тут. Или он просто груз скинул? Он прям такой, «Ва». Так вот, смотрите, тут же еще вон, не считал ты это? Считал, да? Сейчас 60, а это вот сразу 90. Ну, ребят, управились немножко. Дела житейские, так скажем. Ну, заехали сразу на избу, потому что вещи все разложили, почистились. Снега практически уже не осталось тут.
Вот сколько, сантиметров 25, тут местами уже вон поля. Красота тут у Сереги. Вообще. Ну, лес такой своеобразный. Я первый раз камыш, ребята, увидел. Вот в чем дело. Серега говорит, здесь змеи есть летом. И не только лужи, но и гадюки. В общем, туалет, санузел присутствует без двери. Тут так модно, Серега говорит. На природе надо жить открыто. Вот. Прокатали дорогу, все. Достали, мы там по дороге немножко буксовали, грязи накидалось. Вот, в общем, марафет навели. Хорошо спас. А так вот, ребят, смотрите, какой дом. Это не изба, это целый дом. Что, Серег, пустишь, не? Сейчас, ребят, покажу немножко. Обзорчик, так скажем. Ну, тут жилая зона. Она топится и спится, и кушается здесь вот именно. Сам дом здоровый. Сейчас еще ковры постелю на пол. Серега самая щука, судак, ребята, восьмерочки. Вот. Тут как летний. Ну, тут Серега хочет дела наделать, конечно, будущем. Хочет тут сделать красиво все. Утеплить, обшить, чтобы прям четенько было, чтобы жилая комната была. Если что, здесь можно вторую печку вот эту вот маленькую поставить. Вон там есть такая удобная советская, из частей собирается. Вот она здесь стояла. Так, если по осени прохладно, да, протопил немножко. Протопил. Понятно, здесь зимой как бы не проживешь. Ну, слушай, да, ну тут, Серега, времени и денег надо, и времени и денег. Только так, да? Только это и мешает. Только это и мешает, да. Здоровье-то ладно, найдем где-нибудь еще. В общем, есть генератор, ребята. У нас будет свет, будет зарядки, в общем. Есть даже морозилка, где Серега как раз именно рыбу и морозит. Я пока делов там наделал на улице, Серега убирался, тут мышкой похозяйничали немножко. Ну а так, в целом, красота. Всё, готово, красоту навели. Печка топится уже, ребята. Ковры. Вот такой домик. Ну сколько, 3 на 4, наверное, где-то, да, Серега? Все, свет. 3 на 4. Ну, на двоих прям классно, ребят. Зимой хорошо, то, что быстро прогревается. Ну да. Обшито вагоночкой, приятно. В общем, тут мышки поработали. Серега выбирал здесь немножко. Вот, и смотрите, ребят, какой вид на озеро. Класс. Ну тут, в принципе, да, вот прям жерлицы можно ставить их в окно, смотреть вообще в легкую. Все, ребят, сейчас мы обедаем. Потихоньку отдыхаем. Чуть-чуть. Там сегодня задачи, так сказать, минимум, но надо сделать все за сегодняшний день. 10 часов. Нормально. Я думал, даже уже больше. Задача минимум, поставим жерлицы, и там дальше больше видно будет. А завтра уже рыбалка. Заехали мы на 4 дня. Поживем и видим, что. Серега сказал, рыбалка будет. Так что посмотрим. Сегодня у нас халява домашняя. От любимой тещи, да, Серега? Да, борщец от тещи, и картошечка там. Жена тоже принимала участие, она складывала все в контейнеры. Да, молодцы. Бабушка приехала, так расслабляемся. Пироги, ребятки. О, первый день, да, что, надо кушать свое домашнее. Капуста жареная не влезет. Но мы найдем ей применение. Да, конечно, найдем. И этому найдем, наверное, да, тоже? Да. За приезд-то надо немножко. Да, согласен. Доехали, все хорошо, не убились. Снегоход эти Ну, 300 килограмм вывез на себе все-таки малыш этот маленький. Чихал. Ну, вывез. Да. Ну, дорога, слушай, я тебе скажу, такая. Я прям в шоке немножко был. А что, что, да? То, что там-то. То, что там, да, немножко копали. Да. Ну что, вот так, да. Ну, круто, Так круто. вот, с другой стороны, да, сейчас вроде раскисло все, плохо, не нравится, лужи, не нравится, растаяло, не нравится, зимой снега попоить, не нравится. Мороз не нравится. Мороз не нравится. Летом комары не нравятся. Да. Не-не, рыбаки, ребята, они маньяки. Что вот такие маньяки, сами понимаете.
все ломают, все, ну и едут. Что мне снег, что мне дождь, что мне дождь Да, проливной, да? да. Так что Тогда, мои друзья, сам, да. здесь такое, да. Серега, я тут звенел, ну вроде довез на избу гостинцев. А, красоту-то, да. Автоклав, Серег. Короче, тут самое последнее, то, что готовил. Вот это, допустим, это жульен с грибами. Вот это, допустим. Это вот как раз у нас лещ в томате. Вот это. Лещ Да, Тверской я предлагаю назвать. да. Вот. Где-то еще бобр был. Это Алена Сергеевна передала салатик, Ой, говорит, спасибо, на, от души. на стол, говорит. А еще этот, как его, вот, икра заморская, баклажанная. И тоже все сами. Ну, конечно. Ничего себе. Попробуй, он вообще вещь. Закуска, ну, короче, Серег, надо куда-то прибирать тебе. А все это сейчас мы. Хотя у тебя тут затарено все, не знаю. Мы сейчас как раз с картошечкой уже все и начнем. Еще. Так, вот это да. А это, вот это тут бобр сверху был, я еще в пакете. Бобр. Не открывай, его домой повезу. Всё. Здесь все. Понял, понял. А эту сумку можем сейчас с собой брать, здесь кофе еще 3 в одном. Ну, Это балуешь. пол- Спасибо. Прям от души. от чисто души. так, чисто от души. У меня тоже есть. Старался везти, думаю, блин, разобью, а как-нибудь повезу. Привез. Не, тоже гостиницу займешь, что вот мне прям вот так вот уже, что это как живительное, надо пропить. У нас в деревне был случай, вот весной от половодья. Мужики на длину напоролись, тоже выползли и ну, друзья охотники подлетели. Тоже костер быстро, ему сразу стакан водки залпом. Он выпивает и бам, сердце останавливается. Ну вот зашибись. А типа говорят, что надо наоборот типа натирать. Ну да, да, да. А у него, видишь, он У него и так, да, и сердце не выдержало. Так плохо, да, да. И короче он упал замертво и умер. Представляешь? Ну, вот Кстати, очень много случаев таких всяких различных, там вообще по идее в лесу я что тогда происходило. вот прогрелся, вот по сути дела бегом, что вот мы бежали. Ну, бежали, ты не бежали, не бежали, заболел бежали. ничего потом? Нет, нет, Нормально всё всё? ровно, да, спокойно. Вот, поужинали, как бы лег спать, и все, утром проснулся, как огурец, одежда вся высохла, выглядит А возбужденно. мотор туда что потом? Да, он потом летом выколупал его. Я запомнил, где я нашел. Я потом его свозил. А сейчас как ты бы. как хочешь, тросик у тебя висит? Всё, Я, всё да, висит. сейчас висит, да? Теперь у него всегда висит. Пилу так мою утопили. То же самое. Пилили. Ну знаешь, вот эти там завалы такие. Все чистенькое, все сухое. Перед поездочкой все постирал. Все. Ну даже подсело даже все. Колошки такие взял, ребят. Двигаться тоже. Они как берцы типа сделаны. Ну вот так в палатке где-то что. Конец, а то постоянно в сапогах. Пойдет. В них и приехал удобно. Стоят там копейки. Так, ну все. Пообедали. Погнали. Наших городских. Я, кстати, это печенки взял. Куриные. Ага. Все по твоему рецепту, да? Строго? Строго? Конечно. Много сырок добавил? Нет. А вы думали, ребята, все так просто, что ли? Нет, тут простого ничего нету. Тут все серьезно, блин. А я-то думал, зачем второй аккумулятор? А тут все хитро, ребята, сделано.
Самоделочки, да? Конечно, самоделки. Кто такие кронштейны будет? Вон, ребята, смотрите. Никто не будет. Берите на пользование лодочный холод. Вот так можно его подделать и потихоньку закрепиться. Потому что будем сейчас по рабочим точкам ходить. Серега, ну тут ходит на моторе. И вот ими их будем проверять. Народу достаточно. Рыбаки то заезжают, то выезжают. Воскресенье сегодня. Мы заехали. Вот. Ну все, что, избенку протопили. Загрузились. Надо воды домой привезти. Ну, попить, понятно, у нас есть с собой пока на первое время. Там минералочка. А так на посуду, на чайничек. И живца будем реанимировать, потому что у нас компрессор чуть-чуть поломался. Что-то вологодские дороги что-то делают свои вещи. Да. Вот так бывает, да. Да, потрясло сегодня нас немножко. О, смотрите, ребят, как четко. Вот это я понимаю. А вы говорите там скиду, берпи. Во, ребят, все работает, все делает. Ну, пожалуйста. По красоте. Сейчас пойдем двигаться. Ребят, сразу недалеко от домика, чтобы не скучно было сидеть в окошко смотреть. И Серега здесь полавился, да? Бинокли есть, поэтому мы можем прямо из окошка здесь пасти. Вот такой как залив, типа как заход. Вот Серега здесь на лодке заходит к себе на базу. Ну и здесь бросим десяточку. Серега серьезный аппарат, там Деволь такой дурачок мощный. Первимся. Ну, у тебя зверь, конечно, да. Не будем очищать, да? А что, нормально, там чистенько, что? Не-не-не, я имею в виду вот эту шапку. Или лучше в сторону немножко. А мы, наверное, потом будем сверху прикопать. Да, ее. конечно. Что, Серега, какие ставим? Мои? Нет, здесь надо ставить мои с этой жесткой, с толстой леской. Потому что здесь креста рядом, и она может быть еще ближе, чтобы не пообрывать. Я понял. Метров 6, не больше. А сколько оборотов делаешь? 2, видишь? Катушка большая. 2 оборота всего? 2 оборота хватит. Ну, можешь 2,5, 3 делать. То есть, в принципе, не принципиально. Я понял тебя. Вот, ну, начинаем. Так, а мне надо... Начинается у нас. Забыли этот. Полторашку специально обрезали, чтобы воду менять и набирать домой. Надо пляжку освободить. Блин, забыли, ё-моё, блин. Голова два уха. Так, ну здесь такой залив, ребят, видите? Вот этот. Кувшинки вот эти. Блин, первый раз такого вот вижу, вот сталкиваюсь с этим, потому что вот ни разу не видел. Тут вживую посмотреть, ё-моё, блин. Тут не провалюсь, надеюсь. А то они подтаивают. Вот. Вон они, ребята. Видали, какие длинные? О, 2 раза выше меня. Сейчас скажут, ну, Дрюня, ты дурак, бля. А что, ребята, у нас такого нету. Для меня тоже интересно. Хоть здесь видал. И вот кабаны, вот именно вот поэтому же они гасятся, когда вот охота идет. Вот именно вот в таких же местах, правильно? На воду их выгоняют. Ладно, работаем. Погнали. Охота всем поделиться, ребят. И постоянно, ну, смотрю, кто чем работает, как, что. Ну, в общем, у Сереги тоже такой же шнек, как у меня в этом сезоне. Новый, который я брал. Надо подкрутить. А так у него Девольт. Ребят, смотрите, там какая кабина. Мощь, конечно. Конечно, мощь.
можем оставить как вкусно. Мне то, что весной мне нравится, знаешь, там на лед их можно подкинуть там. Зимой это все там сразу маслом. Открывай, да? Нормально набрать. Ну что, ребятки, оставляемся. Тут в Рогозе, вот Сереги, видите, леска 0,6 прям целая. И вот он использует такие еще резиночки. Прямо на поводок ее спускает, а потом затягивает, чтобы не слетало. Глубина прям с-подо льда сразу. Раз. Сразу с-подо льда, ребят. Ой, не говори, ну. А то чух-чух мне надоел тоже. Фото тишины. Спокойствия. 0,6, 0,5. А тут 1,2. Вот нам, по идее, надо вот 0,6 это типа 6 метров? 60 сантиметров. 0,6, 0,6, так видишь? А здесь 1,2, то есть вот. Где-то вот здесь я предлагаю как бы пихнуть. Не на самой глубине, а вот именно на свале. Вот сюда. Да? Сейчас точку поставишь и пойдем. Да, просто чтобы не потеряться. Тут аппарат. Сейчас зверь, машина. Херачит, прям херачит. Водичка. Красота, ребята. Это просто очуметь просторы. Я был, конечно, на Рыбинском водохранилище, я вообще там горизонта не видел. Но здесь практически так же. Серега говорит, вроде как около 50 километров она до озера. Представляете? Полтинник. Очуметь. В общем, да, рыбка здесь только по навигатору. Вот у него здесь наработанные точки. Вот он летом ходил. Какие-то бровки. Озеро, кстати, не глубокое на самом деле. Хотя такое большое, площадь большая, но глубины, не знаю, что-то, Серега говорит, 6 метров, что ли, самое большое находил. Ну, может, и есть глубже, конечно. Серега работает на камеру, тоже есть контент, есть канал. В общем, ребят, заходите к Сереге в гости. Ссылочка в описании.
Собираем, оставляем. Серега добивает. Вдвоем, конечно, классно работать, когда напарник есть. Вообще милое дело. Блин, конечно, тут у Сереги вот эти жерлицы так себе. Серега говорит, тоже не нравится. Есть, конечно, более-менее, есть получше, есть похуже. Тут рядок пробуем бровку найти. Сейчас мы ее нашли. Посмотрим, что она покажет. Что еще мы поставили на свальчике, так скажем. Сейчас будем смотреть дальше. Ну, мы туда ушли, там тоже у кого-то жерлицы стоят. Люди рыбачат. Люди рыбачат. Блин, нам бы охота какую-то глубину найти, вот пару дней попробовать, на вибы попробовать. Будем смотреть, в общем. Так, друзья, новая локация. Серега мне прокатил, у меня аж в сапогах и в трусах вода. Местами лед ломается. Что, погнали. Модные, новые. Помните, ребят, да, эти жерлицы? Я привез их сюда. Я привез их, друзья, сюда. Жалко, конечно, если нарежу, потому что мы сейчас умотали в районе 5 километров. Ну, ищем мель, короче. Ищем мель. Так вот. Пошел. Пошел. Пошел, пошел. Так, ну что, еще одно место раскидали. Так, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Тут так ряд большой сделали. Сейчас туда попробуем. Вот приедешь в такие места, и что тут будешь делать? В каких просторах, даже не знаешь, куда их ставить. Ладно, завтра поглядим. Сегодня выставимся. День заезда, самое главное, добрались. Не застряли, не сломались. Живы, здоровы. Жопа только сырая вся. Так нормально. Ну ладно, все. Давайте, жилички.
работайте. Повернулся задом, ребята, потому что местами проваливаешься, едешь. Сейчас, может, покажу даже в каких-то местах. Сергей Батькович еще не бережет меня нифига. Я вот про это вам говорил. Не газуй, Серега! Я вылечу! Опасненько там как-то. Че, ребята, 3 сработки вроде я вижу. Ну, одна вот уверенная, точно. Вот, подъехали от крайне, вот мы шли туда и вот начинали оттуда. Там 2, Серег, я точно видел, когда ты разворачивался. Так я в любом случае хотел проехать по ним, чтобы немножко шугануть, короче. Это прошло буквально, сколько прошло? Ну, час мы там были. Мы Да, просто больше ехали. Наверное, да, мы где-то час ездили туда-обратно, даже 2, наверное, да. Ребят, тут глубины-то толком нету. Ништяк, ништяк. Что, будем смотреть? Ладно, Серега сказал, как гость говорит, давай пробуй первый. Сейчас я обычно на коленочке помолюсь. Посмотрим, кто тут живет. Давай, сделай красиво. Нету? Нету. Первый блин комом. Ну ладно, сработочка была уже хорошо. Ну да, Чё, согласен. А, наверное, окушок. Окушки, да, ты говоришь, что балуются, да? Да, балуются вот так вот. Ну вот смотри, что-то побрило, видишь, по голове. Ну, нормально, это все хорошо. Главное, рыбка активно, живая. Все, меняемся сейчас. Прокатимся и посмотрим там, что будет. Не полная вылазка, но есть такая. Тоже? Слушай, тут даже что-то я грузил, не чувствую. Может, вкусила? Нет, вон тут поднял. А, видишь, что как произошло? Что-то тут непонятно. То же самое. Помусолила только, да? Вот так. Тут уже больше даже на налима похоже. Ну смотри, тут не знаю, зубики как будто он есть. Вон рано. Или окушки. Ну ладно. Мелко, да, что-то, Серег? Так живой не, нет? Или поменяем? Ну, скорее всего, это лучше поменять, наверное, да. Поменяем что-нибудь чешую вообще. Не живет. Проверишь, я попробовать? Давай. Чья рука везучая? Давай, наверное, хозяина просто думаю, ну, что это опять приехал какой-то непонятный. Полная, ребята, у нас вымотка. Давай-ка. Серега, делай красиво. Ну, давайте проверим. Вроде и натяжечка, смотри-ка. Как будто. Оба не везучие.
Кто это такой? Хвост откушен. Его вот потеребенька, видишь, он, Ну-ну-ну. он живой. Блин, а? Он живой. Ну, Серега говорит, здесь окуня, ребят, очень много долбит. Ну хорошо, если здесь окуня, значит мы завтра можем попробовать. Или сегодня, если силы будут и желание. Ага. И походить с балансиром. И тут, ребятки, есть. Прям возле избенки. Чтоб... Полная, Серег. Ну давай, последняя должна порадовать по-любому. Натяжечка как будто. Оп. Ага. Я ложку несу, Серег, на стольчик. Ну вот она и есть. А в пиявке, да, еще? Ну, смотри. В пиявках. И не поеденная, это сетка, наверное. Что-то такое или в сети было, да, вон. Сетка. Да, вон, смотри. Ну что, поздравляю вас. Распечатали, ребята. Распечатали. Класс. Рыбалка началась. Класс. Все, мать, успокойся. Все, уже дома, уже никуда. Давай почистись немножко. Ну, килошница, хорошо. Ну, на чем ездить надо? На уверенном. Ага, сейчас взлетит. Да. Слушай, нам сейчас генератор, по идее, не нужен, да? Ну, это... Все. Да? Зеленоглазые. Притормози, блин, рассыпал. Подметать надо.
убираю плавники сразу, потому что они потом мешают машинке. Он цепляется и хуже чистит. Под плавниками, за плавниками. Правда, у меня секатор уже тупой. А вот судаком без секатора замучаешься. У него же жесткие плавники такие, дикие. Давай мы чем-нибудь сгреем, да? Мучить не будем так. Да, вроде что-то ей немножко приходилось ей. Чё себе, блин. Подожди, надо поменять. Тут можно полярность менять, и он должен, по идее, в другую сторону закидывать. Ну, слушай, да, имеет место быть. Эта щука, она еще мягкая, знаешь, ее хоть ножом можно. А судак уже тверже, уже сложнее. Ага. Опять же, вот спинка у щуки, она же жестко чистится. Брюшко еще куда не шло, а спинка такая себе. Правда, когда одна щука, а когда их 10. Я тебе про то и говорю. С одной это будет ножом можно было разобраться. Да. Что страшно. Ну, смотрю, угрызается, да? Вот тоже смотрю. Ну, это я придавил чуть-чуть. То есть. Ну, навык-то утратил, давно не рыбачил. С осени не рыбачил. Понял. По-настоящему-то. Понял тебя, понял. Ну, красавчик все. Все по уму. А теперь все как обычно. Ну да. Корка есть. Будешь делать? Да? Можно почистить, Серега, его внутрь ложить, я так обычно делаю. Так, друзья, ну что, покушали. Ну, там картошка у нас была еще с обеда. Серега капусту жареную привозил. Мы туда, короче, еще тушенки. В общем, нормально. Так, перекусили. А так буду готовить ужин. Приготовим печеночку. Как знаете, как мы любим. Со сметанкой, с лучком. Серега запустил генератор, потому что с осени не работал. Все работает, ребят. Морозилочку запустили. Заряжается батарейка на шуруповерт. Блин, зверюга, конечно, вообще понравилось. Делает красоту. Ну и в общем так, чтобы Серега любит изыски, так скажем. Любит по красоте все делать. Вот он почистит, говорит, и везу домой рыбу так. Дома вообще она у меня чистая, мытая. Просто размораживаю и все, уже сразу на сковородочку. Ну я, ребят, что, водичку поставил. Согрелась на печурке. Посуду надо вымыть. То, что сегодня использую. Домашние контейнеры Серега привез. Спасибо супругам, тещам. Вот так все вкусно. Домашняя еда, это домашняя еда. Но мы тоже готовим неплохо. Так что и у нас будет тут же все вкусно и четко. Термосок помоем, сейчас все заправим. Короче, порядок, марафет, ребят, немножко. Печурку протопили. В избе шикарно. Ну, такие дела. Сколько было таких? Сквозь очки разглядеть мою жизнь не смогли. В тайге, ребята, надо делать все самим.
Если дома жена посуду помоет, да и я вообще никогда не разделял, ребята, готовку там и мойку посуды. Если, допустим, у меня есть свободное время, надо всегда делать все сообща. Тогда все будет хорошо. А здесь дом, изба хорошая. Должно все цивильно быть, красиво, уютно. Все же для себя, правильно? Так что такие дела. И если кто-то на кухне, кто-то что-то готовит, это не значит, что это как-то неуважение, что ли, к другим. Или ты там как-то там низших низов, так скажем. Как многие считают и пишут, что я там какой-то там, Андрюха, ты там какой-то поваренок, там было такое дело. Ребят, вы дураки, которые такое пишете вообще на самом деле. Вы просто в лесу не были никогда. И не понимаете, что здесь никто не придет, вот за вас не приготовит, не помоет посуду. А жить в лесу это не значит, знаете, есть какой-то с одной грязной посуды, сковородки, одними и теми же ложками. Так что такие дела, ребятки. Вот и темнеет, брат. Потемнеет, сейчас уже через полчасика. Пойдем прокатимся мы. Вот тут посмотрим. У нас тут два загара, это точно есть, с окна прям хорошо видно было. Ну и те дальние. А на те не поедем. Я только высох. Буранка встает, подмораживает. Блин. По камышу, ребята, иду. Я удивляюсь просто мелочам. Так приятно. Охренеть. Подставай себе. Нету, нельзя. Нету. Вымотала. Мотанула, да. Мотанула, дернула. Все, рупик. Слушай, дергается еще. Дергается, ну все, пусть плавает. Может, не так их много. Согласен с тобой. Еще флажок тут. Ну, скорее всего, еще ряда, наверное. Не крупные. Бьют. Зараза. Ну, подмораживают, ребят. Хорошо. О, а здесь полная. Может быть, кто-то есть. Если он только сработал, то может быть даже и налим пошел. К сожалению. Нет? К сожалению, Серег, нет. Фальстарт. Ну слушай, вот что-то похоже на налима. Чешуи вообще нету. Угу. Меняем, походу.
Иду пешком, ребят. Ну, что сказать. Поклевок есть, поклевки есть. Там, правда, мы на дальнике не знаем, что происходит. Здесь лупит окунь, очевидно. Что будет завтра, непонятно, но проблема другая, ребят. Сломался снегоход. Хрен знает, что он коротит, дергается. Изначально он подергивался, но потом шел. Потом опять подергивался, шел. Сейчас вообще не идет. Такие дела.